Всем хорошо известно, что эффективная правоохранительная система является залогом развития нашего государства. Без нее мы не сможем добиться результата ни в одной сфере деятельности общества. Поэтому создание такой системы является нашей первоочередной задачей. Финансовых возможностей нашего государства не так много, но мы делаем все, чтобы повысить материально-техническое обеспечение правоохранительных органов. Для этого привлекаются как собственные средства, так и помощь со стороны Российской Федерации. Я говорил о тех пока малых возможностях, которые мы стали реализовывать. И начали мы с судебной системы. В свете той реформы, которая была проведена, вернее не проведена, еще она не закончена, она продолжается. В маленьком нашем государстве и финансовые возможности не совсем большие. Мы пошли на беспрецедентный процесс по выплате нашим судейским органам заработной платы, далеко отличающейся от других структур. Это нацелено на то, чтобы как-то вывести на более существенный уровень работу органов судов. Я верю в то, что в большинстве своем эти люди будут защищать интересы наших людей. Интересы, связанные с исполнением закона. Но в то же время мы должны понимать, что нам не хватит никаких средств, если правоохранительная деятельность не будет поддерживаться населением. Это дорога с двухсторонним движением. С одной стороны, правоохранители сами должны неукоснительно соблюдать закон. С другой, граждане должны оказывать содействие их работе. Вот это содействие наступит тогда, когда нам с вами поверят в то, что мы делаем честно, искренне свою работу. Да, есть определенные вопросы, о которых мы вчера говорили на Совете Безопасности. Да, есть определенные проблемы, которые имеются и в системе МВД, и других структур. Но как раз таки вся работа нацелена на то, чтобы изжить эти моменты. Чтобы люди понимали, ради чего и почему работают люди в форме. К сожалению, в настоящее время мы зачастую наблюдаем совершенно иные процессы. Вспомните, что происходило во время беспорядков в Дранской тюрьме. Они активно поддерживались родственниками заключенных, которые препятствовали работе милиции. За это в другой стране многие из них должны были понести предусмотренные законом наказания. Но мы небольшой народ. Все родственники или знакомые. Поэтому пытаемся объяснять людям, без применения жестких мер, что вести себя таким образом непозволительно. Однако это воспринимается как слабость и порождает вседозволенность. Я думаю, что вы, те, кто непосредственно каждый день соприкасается с этими процессами, понимаете и хорошо знаете ту обстановку, которая складывалась в той же тюрьме. Я не один раз и предыдущим руководителям министерства говорил о необходимости наведения там соответствующего порядка. Я понимаю, при тех условиях, которые есть не только в тюрьме, и в нашей стране, навести идеальный порядок невозможно. Но порядок, который позволит людей содержать так, как это должно быть, во всяком случае, с учетом наших возможностей, можно было бы сделать. Но, к сожалению, нас плохо услышали. И поэтому те действия, которые были совершены уже при нынешнем руководстве, привели вот к тому результату, который есть сегодня. Я понимаю, некоторым это не нравится. Так для чего мы с вами создавали государство? Для чего мы носим форму? Почему мы должны идти на поводу у людей, у которых пальцы веером? Почему они должны нам диктовать, что мы должны делать? Почему в споре между сотрудниками
или даже людьми, которые уже вчера проработали в тех или иных органах, встают в качестве арбитров люди, которые далеки от исполнения закона. Я понимаю, что не все правильно у нас, не все так, как хотелось бы, но это не должно повода давать кому-то либо на совершение преступлений. И пусть никто не забывает, герой Абхазии, не герой Абхазии, простой гражданин, не имеет значения. Мера ответственности перед законом для всех должна быть одинакова. То, что мы наблюдали у стен МВД, это удар не только по правоохранительной системе, но и по нашему государству. Если мы допустим продолжение таких способов выяснения отношений, то наше государство не будет иметь никаких шансов. Поэтому мы будем применять все меры, которые предусмотрены законом в отношении лиц, занимающихся организацией такого рода беспорядков. И я не сомневаюсь, и вы понимаете это. Тот конфликт, который возник, его можно было бы решить соответствующими законными способами. Но почему подтянулись другие лица, которые на этой волне пытаются решать другие совершенно задачи? И почему кому-то кажется, что это можно будет сделать таким способом? Вы понимаете, сегодня президент Хаджи, завтра будет другой. Если этот процесс будет переноситься из года в год, то мы не добьемся ничего положительного. И когда пытаются нам говорить о том, что у вас уже были прецеденты такого рода, это не прецеденты, ребята. Это следствие тех процессов, которые уничтожали наше государство. И поэтому хотелось бы, чтобы мы, маленькое общество, не разделяли бы на чужих и на своих. Я все время пытаюсь, обращаясь к нашим людям, которые считают, что они находятся на другой стороне политических каких-то баррикад. Нет у нас никаких баррикад. У нас все открыто. Если мы действительно хотим построить государство, если мы хотим использовать то время, которое у нас есть, потому что есть у нас стратегический партнер, есть руководитель этого государства, который активно способствует тому, чтобы государство наше состоялось. Мы этого, к сожалению, мало ценим. Если нарушения закона имели место со стороны правоохранителей, я еще раз хочу отметить, существуют установленные формы защиты прав граждан. У нас не многомиллионная страна, и у каждого есть возможность обратиться в соответствующие структуры, вплоть до президента. Однако у нас зачастую предпочитают решать проблемы уличными способами. Заявление в милицию никто не пишет. Даже явные очевидцы преступления отказываются давать показания. Это следствие распространения преступной субкультуры и низкого доверия к правоохранительным органам. И это тоже нужно каждодневно изучать и заниматься, почему так складывается у нас. Но в таких условиях, конечно, работать очень сложно. Эту психологию нужно ломать всем вместе, и обществу, и правоохранителям. Другим настораживающим моментом являются попытки использования таких ситуаций для дестабилизации внутриполитической обстановки в республике. Хочу подчеркнуть, что от таких действий никто не выиграет. Они подрывают устой государства, и на них мы будем соответствующим образом, как я сказал выше, реагировать. Хочу подчеркнуть, что я обязан и буду защищать Конституцию и права наших граждан, в том числе и право на проведение референдума. Однако все попытки использовать эти процессы для организации беспорядков и нарушения закона получат надлежащий отпор. Уверен, что в этом заинтересованы и представители оппозиции, инициировавшие проведение референдума. Но зачастую слышу, я откровенно говорю, что не референдум их интересует совершенно другое.
Референдумов можно проводить много. Но нам надо думать о том, сможет ли наша страна во всех этих вопросах создавать условия финансового порядка. Мы живем от выбора к выборам. У нас практически каждый год одни, другие выборы. Мы постоянно напрягаем людей. Мы подумываем о том, чтобы как-то свести какой-то порядок. Тут нам навязывают очередные какие-то процессы. Я хочу просто спросить у некоторых господ, которые инициируют этот референдум, что ставится в вину руководителю государства. Есть соответствующие пункты наших законов, по каким вопросам вот такого рода темы выносятся на референдум. Речь должна идти о не своих личных амбициях, а должна присутствовать соответствующая мотивация сохранить страну, сохранить свой народ. Я поручаю руководству правоохранительных органов усилить работу во взаимодействии друг с другом. Вот этой проблемы мы должны, понимаете, вот эту проблему, вернее, мы должны избежать. У нас, к сожалению, вот этого налаженного процесса нет. Пора кончать с этим. Там, где есть основания заниматься прокуратуре, МВД не должно обижаться. Там, где у МВД проводятся соответствующие работы, с трудом добываются доказательства, задерживаются люди, потом у нас в процессе дальнейших каких-то работ почему-то люди оказываются на свободе. А это стоит пота, крови. И поэтому все структуры должны работать слаженно. Граждане должны почувствовать уверенность в своей безопасности. Нужны жесткие и принципиальные меры. Однако строго соответствующий закон. Он предоставляет правоохранителям достаточно полномочий. Ими нужно просто умело пользоваться. Нужна разъяснительная работа с населением. Я поручаю всем тем, кто здесь сидят, руководители, усилить ваше взаимодействие со средствами массовой информации. Каждодневная работа, разъяснительная работа. Не бояться нужно выходить на телевидение. Не бояться нужно говорить с людьми. Граждане должны знать из первых уст о целях и результатах вашей работы. Я обращаюсь к нашим гражданам с призывом оказывать содействие в работе правоохранителей. Обращаюсь ко всем тем, кому не безразлична судьба нашей Родины. И на все обращения, которые будут иметь место к руководству страны, будут соответствующие шаги, будет незамедлительная реакция по всем этим вопросам. Поэтому нам с вами нужно понять, вот мы находимся опять на передней линии. Во всяком случае, оно никогда не заканчивалось, эта работа. Милиция, служба безопасности, прокуратура, суды всегда будут соприкасаться с этими процессами. И качество работ будет зависеть от качества и принципиальных подходов самих сотрудников. События показали, что у нас есть силовые структуры, есть люди, готовые защищать государство, и люди умеют это делать. И не самое главное махать кулаками и бить дубинками, а умение развести ситуацию, чтобы не складывалась напряженная такая невыносимая обстановка в стране. Я думаю, это все-таки достойно уважения. И еще раз вас хочу поблагодарить всех тех, кто принимал участие в вопросах снижения этой ситуации
до минимума, напряженной. Очень жаль, что некоторые наши люди никак не могут понять, что такими способами решать задачи, стоящие перед нашей страной, будет просто невозможно.